Сегодня под председательством Сергея Токоева состоялось очередное заседание правительства республики. Кабинет министров рассмотрел ряд важных вопросов. В частности, обсудили реализацию проектов развития территорий сельских поселений муниципальных районов республики, основанных на местных инициативах. Суть программы в том, что формируется процесс реализации малых инвестиционных проектов, которые имеют значение для всего сельского поселения. И нюанс самый главный в том, что определяют эти проекты сами жители этих поселений без участия властей. Финансирование происходит из нескольких источников, одним из которых являются собственные средства, собранные самими жителями. Министр также отметил, что активное участие в проекте приняли Иравский и Моздокский районы. Так, в селении Кизляр участниками программы стало рекордное количество людей – 1160 человек. А это сегодня максимальный показатель по России. Собрали средства для улучшения качества жизни в селе. Вице-премьер Виталий Зангионов озвучил наработки в области реализации постановления правительства республики о мерах по организации добровольной сдачи незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Вопросы пока возникают лишь по составу экспертной комиссии. Как только она будет сформирована, об акции объявят официально. Также обсудили закон, регулирующий отношения в области создания охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения в Северной Осетии. Республиканское министерство труда и социального развития обозначило величину прожиточного минимума на душу населения. Таким образом, за первый квартал 2015 года прожиточный минимум на душу населения составляет 8511 рублей. Для трудоспособного населения – 9002 рубля. Для пенсионеров – 6899 рублей, а для детей – 8710 рублей. Фатима Дзываева, Заур Цеов, Осетия ТВ.